Уважаемые зрители, прозвучало 30 звонков. Мы просим отключить сотовый телефон. Нет, линия, просто зайди и попытайся 25. Или, может, это... Я помню, Машина стоп, заходи в мой окно. По причине предка развлекаться. Ну, знаешь, что там есть? Да потому что лицом через... Да я же, на трюке помню работу пока. Но вот танкиста не завидел. Либо сгорят как году, либо его после войны дядьки любить не будут. Чего брат? Жарко пришлось. Как это сказать? Да ты не унывай. Ты благодари своего бурятского бога, что живым выпался. Давай, Батя, сапоги почище, что ли? Ночью все как нечелные. Давай. Ну, видела днем, как ты не усталась. Черт, видела. Меня в полку подвязывали. Красными лейтенантом звали. Да, осталось нас с тобой, видать, инвалидности. Нихуя не пришел. Да ты меня не понял. Инвалиды были по войне. А полюб ты сечешь. А это не прочно. Ладно. Еще один. Тяжело сердечно раненый были. Сейчас увидишь. Очистите, пожалуйста. Слыхал? Да я же вчера чистился, да. Да? Ну? А может, они запылились? Я не вижу. Да я же не могу запылиться, если ты за пазухой в это сердце носишь, а? А может, она, видимо, сегодня на танцы придет. Ладно, давай. Завтра почищу. Ну вот что лучше. Петь ты будешь? Нет. Возьмите эту задачу. Сегодня хорошо подавали. Ты как ты еще не глухой. Ты говоришь, петь ты будешь. В каком смысле? Ну, в смысле вступления в союз? Союз? Ну? Какой еще союз? Один у нас союз. Вот какой. Ну, ты. Вот у нас вот для шпиона. Союз. Солдатский. Сердечных врагов какой! У тебя же, брат, не глаза, а сердце болит, правильно? Каждый день. Вот, у меня больше ночью. Да у меня и днем, и ночью! Это дело надо срочно открыть. А не забава!
Солдаты последнего и молодого командира несли с разбитой головой и молодого Как там кисть? Скажи, с какой стороны подъехал туда? Я его хотел сначала пропустить, а потом призывать гранатой. А он как-то разгадал. И вот это гибкость. Я сдавать момента не боялся. Кто сын ваш больше не вернется и не приедет вас. Вольные победители! Чего вы, капитан, с площадки лепитесь? Волномутили лягушку! Он вызвал милицию! Немедленно вон отсюда! Скажите спасибо, что инвалиды, что вам папа для вас мало! По какому случаю на территории храма культуры Георга отвечает? Наш не пьянка, а от собрания по случаю создания Союза СССР. Чего? Вы за такие словечки Союзы солдатских сердечных ран. Вместе СССР, чтобы не ясно. Нас никогда не будет ни шагорок, ни невест, ни детей, ни надо! Нам нужно вместе держаться союза. А то кран сердечных или сопьете, или всех умрете. Это точно. Что же мне с вами делать вечными? Много налей. Хорошо. Нету, да? Угу. То, что есть, девушки не любят, я могу понять. А за какой это скороходов? Какая девушка убивает? Идет Жизнь. А, ну что? Ладно. Все, давай. Жизнь у меня, ножки красивые. Понятно. Ну, Ну, а меня-то возьмет СССР? Вас? С какой стати? Вы же красавчик. Вот это выбирает только Есть меня. рублей. Нас сказал нам на нас площадка. Пойду пехот, я рвану. Я школа. Тяжелый случай. А я-то думал, боже моего нет. Зачем вы тут тяжело сердечно ранены, товарищ капитан? Но только чтоб железная дисциплина. Два не должность. Старший лейтенант Бабров, командир фронтовой роты. Сержант Скороходов, командир отделения, пехота. Призовой конвой, связист. Остановись! Вы вынесли все тяготы войны, но сейчас еще труднее. Умереть под забором недостойно воина победителя. Нам не нужна их жалость. Обойдемся без баб. Помните, работа — наше спасение. Ставлю задачу выйти из окружения к самим себе. Страшные, мудрые. Старший лейтенант Батров, назначаете охранником, смотрящий обнаруживает. Сержант Скороходов, ледовой конвой. Здесь назначаете сборником, у одного глаза, у другого руки, ноги. Одна ставка на двоих. Вопросы? Нам поближе к нас площадке, товарищ. Так, вон в том вагончике. При
При малейшем нарушении дисциплины от площадки вам не видать, как своих собственных. Но! Вас что за лица? Ну, коли это не шутка, личному составу СССР желаю личного счастья. Служим Советскому Союзу!
Фильма 321 Сибирская, Солдов, Бендера. Здравствуйте, все мои земляки. Очень волнительно, честное слово. Я очень рад, что собрались сегодня в поддержку нашего проекта. Наш проект тут рассказывал о наших отцах, о наших дедах, о наших земляках. А их было очень много. Все наши дивизии сформированы в Иркутской области, Республике Бурятия, Чеченской области, Якутия. Они сражались на фронтах под Москвой, под Ленинградом, под Сталинградом, под Ижевом. Очень много было подвигов, очень много они совершили, отстояли, победили, дошли до Берлина, завоевали сильнейшего врага фашизма. И вот об этом мы будем готовить фильм, будем снимать фильм, будем рассказывать подрастающему поколению достойным подвигам наших дедов, нашего старшего поколения. И то, что вы пришли, это очень значимо. Огромный вклад, то, что вы уже выразили вот наши идеи, наши той идеи, той победы, той единой победы единого народа. Спасибо вам большое. Я хотел очень много имен назвать, но я всех не назову, которые нам помогают на сегодняшний день, оказывают помощь, всячески, то, что вы пришли, это огромная помощь. Спасибо вам большое. Я вам предоставляю сегодня возможность посмотреть концерт. Очень хороший концерт. Представляю своих друзей, ребят, актеров, которые приехали с Москвы, Санкт-Петербурга, моих друзей, которые будут поддерживать, с нами работать. Спасибо вам большое и благодарю вашего внимания на концерт. Солдата служили Отечеству до последнего вздоха. Когда один из поэтов написал: народ, умевший победить, обязан помнить, как все было. Задолго до конца команда, работающая над созданием художественного фильма «321 Сибирская», руководствовалась именно этим принципом. Не упустить ни одного имени, ни одной детали. Это, кажется, непосильная задача, но когда приходит понимание, чем мы обязаны героям, вступившим в неравный бой, это становится не просто целью, а смыслом жизни. Сохранить память о подвиге во имя мирного, свободного будущего. Перед нами стоит трудная задача, которую можно решить только сообща. И мы благодарны вам, пришедшим сегодня на наш концерт, и всем людям, поддержавших нас. Среди наших единомышленников самые разные люди. Нам хотелось бы начать с обращений главы буддийской традиционной санки России 24-го победы Хамбаламы Дамбы Аюшеева и митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Саватия. Внимание на экран. То, что снимается в фильме про наших воинов 321-го стрелкового дивизии во время войны, это добрая, верная память про свой народ, и когда наши земляки тяжелые годы для нашей страны стали на войну и достойно воевать.
Могу сказать, что для меня это в этом недавно я узнал одну вещь, которой я очень горжусь, что наши братские воины во время битв не сдавались добровольно в плен, не нарушали присягу и достойно воевали на полях сражений. Поэтому, исходя из того, что такие тяжелые моменты, страшные моменты для жизни, держать свою клятву, это достояние, это богатство нашего народа. И в этом заключается, я думаю, сила его народа. Я горжусь, что среди этого народа я родился. И много кино Волжское Zonda, Мельниксовка, Новоэльсовка, она замушила. Любила главу Султана Бог, дай Богу. 300 по-другому это не довели, а в мире. Ордуэн, мне срешил делать 300. Но я в теле говоришь, ты не говоришь, хорошо, будешь живой, и замушила на коллективах зубителей. Езжу его только на стрелой, и тогда названа обязанного слова. Ты не говорил, уже я вам не артуны. Юшка была методичка себе заиграть. Не видела, богатого не могу. Заново хотела, я хотел, что ты не видел. Хы-хы. Вот у меня в руках сейчас находится буклет. Почитал анонс этого фильма, примерно краткий сценарий. Он мне очень понравился. Считаю, что этот фильм он учит и подрастающих, и молодежь, и нас, основу нашей истории, а тому, что наши люди, прадеды пережили. К сожалению, народная память иногда забывает такие важные вещи. И необходимо постоянно напоминать людям о том, какую войну мы пережили. Сколько горести, сколько слез, сколько крови, сколько жизни мы нанесли. Поэтому я поддерживаю, конечно же, этот проект и призываю всех, кто может, кто не может, поддержать съемку. Если все получится так, как здесь написано, будет просто замечательно. Кстати говоря, и актерский состав тоже замечательный. Помощь тоже это дает. Хотел с большим удовольствием пригласить и побыть этого слова нашего большого друга, помощника, который трепетно относится ко всей нашей команде. Поприветствуем аплодисментами Дитхамба Давалама, наша команда. Когда мы были на международном зоне, 예전에 서로 우리가 부대에서 오죠. 예전 안에 오래간에 예전 부대는 뭐죠? 이런 분들이 알아요. 안에 부다는 natur도 상가 이정저저 안에 한번 내려가야 бұған айы наша аяқтың ұшқауызы қабылымын. Солғылымды ешіқілі заңдар вариатыңдар. Вариатың деді, оның тімді ешіқілі олығы ең болуына ақтар. Айымы солғылымдан де олығы ең болуғы ең деші. Бұлға. Егінші мен де оға жетті болғы ең болғыра болуына ақтар деші. Олқы юмы, олғы ей, олқы ежі бұлымды вариатында жежі мен ежі вариатыңды ейдікі қанжы
анда болған жігер баяғыда мына бір болғанда бұрынғы памятникке себесіне өзі Yanım ve yanımda o yüzden. Hani avanları belki çıktı. Zanjir'in karı olacak. Yukarıdan da dolu. Her bize yukarıdan kavga halka bize şey. Hani zalos oldu. Yukarı geçi, yum geçi bize. Hani olka. Hiç yoksa hiç doğru okuyup bize. Juga boleh poste, kita berjuang boleh, jika kita mana dalam suatu saat hari nanti tu boleh kita yoga beroleh. Jika kita mana orang itu serga orang mana boleh dalam suatu saat kita jadi berjuang ayo kita berjuang. 올해는 모든 시즌에 비로 상태로 우기는 것 약간 올해기를 오늘은 인터넷에서 사람들은 유진이가 페이스북에서 인터넷으로 공개되는데 그건 olarak yürüldü. Ki hoda kaçıyor solun öteni isim acılığın kuyunun югоне гумните. Я часто просматриваю в Фейсбуке тизеры фильма. Тизеры, да, правильно? Или трейлеры, как это называется. И действительно очень впечатляет. Просто я себе представляю, какой в перспективе это был бы фильм, будет, конечно, не был бы, а будет фильм. Как бы тема войны для нас, она, скажем так, очень близка, потому что наши, получается, деды воевали на этой войне, очень достойно воевали, проливали свою кровь, отдавали свою жизнь, зачастую молодую жизнь. И каждую семью коснулась вот эта война каким-то образом. И в том числе и мою семью. Да. Два моих деда воевали очень храбро. Один из них вернулся с фронта без ноги, второй был весь изранен. Даже я, Колтону, где-то я предложил даже одному из сюжетов фильма историю о моем деде, который воевал на Ленинградском фронте и был очень тяжело ранен, но его спасла, он был без сознания, лежал, умирал, где-то замерзал, но его спасла санитарная собака, которую специально обучали. И, ну, как бы не буду больше об этом распространяться. Желаю создателям фильма успешного завершения вот этого фильма, а всем нам такого, скажем так, просмотра этого фильма. Но для этого, конечно, еще надо всем нам собраться, завершить вот этот фильм, ну, скажем так, финансово помочь. Как бы всех вас призываю, все население нашей Бурятии, и не только тех близлежащих регионов, подключиться к этому благородному делу. Это будет очень достойный фильм. Он прославится не только у нас в Бурятии, но везде, по всей России и не только. Ну, спасибо большое. Вот уже более 2,5 лет я работаю в качестве военного священника в мотострелковой бригаде города Кяхта. В
решением министра обороны Сергея Шойгу назначен на эту должность. Ну, скажем так, не без промысла скажу, довольно успешно работаю. Уже, скажем так, уже мотострелковая бригада, уже моя семья. Я участвую во всех мероприятиях, проводимых нашей бригадой, нашим воинским коллективом. Участвую во всех военных учениях, в том числе международных. В этом году я уже участвовал четвертый раз в международных учениях Селинга с участием военнослужащих вооруженных сил России и военнослужащих дружественной нам страны Республики Монголии. И наши военнослужащие и с той, и с другой стороны очень, очень хорошо относятся к тому, что рядом с ними священник. Я их всех ободряю, всех стараюсь выслушать. Ну и бывают даже моменты, когда даже участвую не то что в непосредственном учении, но даже на боевых позициях бывало, что выходил, общался с ребятами. Ну, в общем, всю жизнь воинского коллектива изнутри я уже изучил. Ну и в том числе я в свое время как-то служил срочную службу в Республике Якутия, в Арктике, поселок Тикси, в очень суровых условиях. Поэтому, скажем так, одним из основных критериев моего отбора на эту службу воинского священника, был опыт службы в армии. Поэтому вот такая моя... Поэтому вы обращайтесь к нему. Ну что, дорогие земляки, гости нашей столицы, Республики Бурятия, поприветствую самыми теплыми, дружными, продолжительными аплодисментами образцовый хореографический коллектив «Жемчужина Бурятии», руководитель заслуженный работник Республики Бурятия Людмила Николаевна Борисова, внуки и правнуки победителей под вашим аплодисментом.
Сегодня в нашем телемарафоне примут участие коллективы и исполнители, которые давно известны у нас в республике и далеко и за ее пределами. Это вклад в наше общее дело в создании фильмов памятника воинам-сибирякам. Огромная благодарность тем, кто откликнулся на наш призыв и прибыл сегодня поддержать народный проект. А сейчас, дорогие друзья, разрешите пригласить на нашу сцену, предоставить слово представителю флагмана промышленности Республики Бурятия, локомотивно-вагонного ремонтного завода, председатель Совета ветеранов Ельченко Вера Гельгана. Просим вас на нашу сцену. Поприветствуем аплодисменты. Наше заводчане всегда очень трогательно относятся ко всем мероприятиям, которые связаны с Великой Отечественной войной. Тем более, этот год был знаменателен тем, что было 70-летие Великой Победы. Мы всегда отзываемся на такие мероприятия, потому что на завод не вернулось более 400 заводчан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. У нас два героя Советского Союза. Сергей Орешков, который повторил подвиг Александра Матросова, и Изот Бакарин. Сейчас в нашей ветеранской организации в живых 18 участников войны, которые у нас все, конечно, стараемся мы всегда им помогать, и материально все, и 157 тружеников тыла, которые, значит, работали в годы Великой Отечественной войны. И поэтому наши заводчане решили принять участие и оказать спонсорскую помощь вот на создание такого фильма. Спасибо большое, Вера Гельгана, что вы с нами. Дорогие друзья, внимание на экран.
действительно каждый офицер, каждый солдат молился своим богам, за ура. И сейчас я хочу пригласить на сцену нашего друга Виктора Жалсанова. Воспевание на Саянских гор, Саян Олег Бахтал.
Мне и главное аплодисменты следующего нашего друга Дмитрий Аюров, президент Ассоциации маникюристов России. Физической культуры, мастер спорта СССР по вольной борьбе, Пато Садаевича Кашимовжилова. Поприветствуем. Oh,
Мне жизнь как-то мгновенно авангардия. Аурион надо трактор комбайн тоже. А то как мы ему аурион надо намре реальные вещи как для этого на это реально какие-то реальные вещи уже самым аурион трудно сказать. Хөрийн дотор чикен трудные мингүйн дотор надад хэлсэн оройн бараа сэртэшээ дайна партийн хүмүүс сануулж чигээ штрафаатор гэртийн материал явуулсан душунтон дотор дайна чигээ дайнаитэй хоёрын гэдэг нэгэн за Атваргур хоёрын дайны затваргур нэгэн дөрмөн наваа арын ахрвайкомат доолсон ижимний камнаас революция посмотрели он увидел мани мэрүүжэ онцгой хуйрууж байлаасны тэгээд яваа салмвэ революцията затваргур хоёрын дайны гэдэг жизни береганных евреев, еще это интервью уже там поступили ламбакстер опытные врачи духовным образованием они думают там концепции вот переосмыслен перед еще перед Нахаром будут тегли, они говорят, страдания сильно журбена стало не журбен, духовный, страдания сильнее. Денег те, архивно, автошне, сакурно, бурзуво, дурно те, арсте, нечто хавшта. Арте саграда традиционно, где сопряжь болчаралды. Им шурум, им зовут его анекинда. Олон тэнгэрийн мөшөөр авсан хэмнээр хэлдэг. Тэгвэл тэгээд мөн бохон манай залуусууд зөвхөн ийдээгээ дутаа. Дайнда зөвхөн бийгээр ихрүүлээ тоотой астай асуулт утгатай. Тэгшид туян баянгаар ихрүүлээ өмнөсөг баярын хүмүүний нэрийг ангиос дэсэн хүрээ хүмүүний утгатай. В Сибири не было войны, но бесконечные павших в списке. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Сибирь, кормившая страну, ждала нас, мучаясь и печались, из 100 ушедших на войну всего лишь 3 возвращались. В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками, и лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками. Давно закончилась война,
Засыпались и сравнялись с землей окопы, заросли травы временные фронтовые дороги, цветами покрылись блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне, и люди помнят. И, пожалуй, самое главное, что и у молодых воспитывается уважение к этой памяти, к ратному подвигу земляков. Сегодня растет достойная смена тех, кто когда-то защитил свою родину от фашистской чумы, но уже не на полях сражений, а на спортивных подмостках, с той же решимостью в глазах. В сердце молодые земляки покоряют целые континенты и занимают высокие пьедесталы. Дорогие друзья, такое случается редко и часто, и только в исключительных случаях. А таковым, собственно, и является процесс создания фильма «3021 Сибирская». На сцене Бурятской государственной филармонии обладатель чемпионских титулов и наград. Ребята активно участвуют в проекте, они каскадеры, в общем, они везде рядом с нами. Спортсмены Федерации Тэквондо Республики Бурятия. Можно я тоже хочу немножко историю рассказать про своего дядю. Наш дядя на отца в далеком 39-м попал в репрессию, получается, кому был домой, попал в лагерь, потом оттуда надо было кровью испить свою вину, как бы сказать, и в штрафном батальоне он прослужил, выжил, и до последнего, до нашего времени прожил. И вот хочу в памяти, тоже горжусь, помню, этому молодежи, вот мои ребята тоже своих дедушек очень хорошо знают. И у нас есть спортсмен Ацелий Евгений, трехкратный чемпион мира сейчас стал, а его дедушка знаменитый герой Советского Союза, Ацелий, в честь кого названа улица у нас здесь в городе. Такой подарок сделал нам, своей родине, третий раз выиграл чемпионат мира. Мы хотим показать сейчас, что ребята уже участвовали в тизерах, будут также играть каскадеров. Начинающая каскадерская группа под руководством Салмана Дандокерича. Хочу сказать вам большое спасибо. Мы хотим показать сейчас маленькую нашу работу в форме видео. Тюмень! Тюмень! Хорошо, начинаем.
Основные моменты, которые ребята делают, это по завершению, очень хороший специалист, поэтому постановка треков, треков и так далее. Пусть им плотно будем работать, будем учиться, и ребята будут расти. Спасибо большое. Салют! Федерация Золотой Республики Владимир самый теплый университет. Здравствуйте. Я представляю группу «Под пруду». Сейчас будет исполнена песня, такая довольно-таки патриотическая, посвященная нашим спортсменам. Спортсмены, которые присутствуют в зале, как бы немного не относятся к данной тематике, все же поднимающий патриотизм. Думаю, те спортсмены, которые услышат здесь, которые сидят здесь и слушают трек, я нацелен для них, как бы, изобразил в песне, что нужно всегда вспоминать свою родину, когда где-то участвовать на другой, на чужой земле.
Солист группы «Добросос» Сергей Милюков. Ваши аплодисменты. Лето наше сравнение одной семьи, которую так или иначе обошла бы эта страшная война. В каждой семье свои воспоминания и свои истории. По прошествии стольких лет истории эти перешли в разряд семейных реликвий. И сейчас история своей семьи поделится с нами очаровательная девушка, талантливый композитор и блестящий исполнитель Дулман Сундрапова. Поприветствуем! Удушин моргонд хөдөд шид би өөрийгөө навсаа бодохой хатах өргөн Батой пасргур инглизом 22-нд төрөн инглизом шиймонд душнымонд нэрнэ мордож Украин дээр житомир хөдөд явах байдаг шээ. Тэгээд хоёр нэгэн шахалтаад итага босч ирэхдээ хөдөг бай. Яхаа босч ирвэгээ шигэвэ. Тэгээ өдөж энд хараад дайнад үртэцэндээ байх юмтай байгаад тэгээд нэмэт хүнтэй байлаад өгшин утгын юм уу байгаад нэмсэг бодлыг тавьж өмнөх хэмжээ агадуу байгаа гэж хөрдөг юм тэгээд Модхмерка уртай мөнгө юмзон 90 онд Панийск байхаа намайг удаж басхамны ши дурддруудэж ард зөний өхөөж дуушин положи явараа дэж хулшин хөрөн өгний өдө. Атой зөвөр. Хаймаг хөрөнгөөр ижиг нэгж бодоход
Елмаз Мурабов. Сегодня мы не только смотрим и слушаем рассказы о героях-сибиряках. Зрителям в зале тоже есть что рассказать. И для этого мы решили в ходе нашего концерта проводить прямые включения действительного зала. И сейчас я хочу предоставить слово нашей ведущей в зале, редактора студии Бурятского государственной телерадиокомпании Паймет Андоповны Ратнаевой. Телевизия хождение, я хочу, чтобы вы не видели, я на них хватал себе, тогда я поехали на дорогие зрители, в этом зале сегодня находятся не только звезды российского кино. Среди вас сидят звезды бурятской поэзии. Я хочу пригласить сюда к микрофону самого настоящего народного поэта, поэта из народа Исудея Сындуева. От черного моря до белого моря была фронтали страна. В общем были и радость, и горе, сплотила народы война. Казахи, киргизы, калмыки, якуты, славянских народов сыны, смертельные роли нашей минуты поднялись на защиту страны. Шли полки фашистов, стальные колонны, бесчисленностью велики, но мчали на запад, на эшелоны, сибирские наши полки. Пусть земли Сибири войной не объяты, но каждый друг другу был рад. Из братьями стали у Волги буряты, чтоб грудью закрыть Сталинград. Штандарты фашистских дивизий хваленных наткнулись на стену огня, на стену народов, навеки сплоченных, чья дружба была, как броня. Вырвались штандарты, себя не жалея, чтоб в 40 победном году швырнуть с размаху к ногам Мавзолея у мира всего на виду. Когда мой отец, который в моменте для выхода на пенсию, я наткнулся на справку, которая гласила: справка настоящая дана Сындуеву Батору 1930 года рождения в том, что он с 1942 года по 1947 год работал в колхозе ОМОН разнорабочим. Обычно я казалось бесправно. Но я стоял в ней, задыхаясь от спазма ревматических припоров. Я обливался слезами над этой справкой. Просто я хотел от 1942 года к 1930 получилось 12 лет. С 12 лет наши отцы и матери прямо из детства, минуя отрочество и юность, шагнули в суровую взрослую жизнь, взвалили на себя тяжелейший головой труд, заменили на колхозных полях, на заводах своих отцов и старших братьев, ушедших на поля сражений под Москву, под Сталинград, под Ленинград, заменив в том числе и воинов 321-й стрелковой, а впоследствии 82-й гвардейской дивизии. Написалось стихотворение «Справка». Вот справка. В ней текст лаконично прямой, в сухой канцелярской прозе, что с 42 по 47 отец мой работал в колхозе. Вжимал его в землю не ливень свинца, труд тяжкий до изнеможения. Мальчонку еще
но уже не юнца 30-го года рождения. Нынешний 2015 год, год 70-летия Великой Победы. Но традиция праздновать победу возникла не сразу после войны. Стране было не до этого. Она должна была подняться из руин пепелища, отстроить заводы, города, восстановить колхозы, начать осваивать космос. И лишь, если память не изменяет, в 1965 году началась традиция всенародного празднования победы, и 9 мая стало выходным. С 1985 года мало-помалу стали отдавать должное и труженикам тыла, потому что без крепкого тыла не устоит ни один фронт. И где-то уже в этом веке внимание стало обращаться и на детей войны, и появился статус «Дети войны». Но еще в начале 80-х написал стихотворение рабочим детям войны, когда не было статуса тружеников тыла и детей войны. Рабочим детям войны. Ветеранов славит вся моя страна, им по праву боевые ордена. В орденах тех отблеск воинских побед, отблеск мужества и героизма свет. Но победы, что одержаны в боях, вырастали на заводах и в полях. Им цена не только кровь фронтовиков, но и пот, и слезы женщин, стариков и детей, тяжелый, непосильный труд. А труда такого даже кони труд. Слава тем, кто воевал и победил, но не меньше и вам, державшим тыл, вам, кто воина, что в битвах умирал и схудавшими плечами подбирал. Кто страну из пепелищ сумел поднять, нам бы вас с фронтовиками уравнять. Все мы помним, вот недавние лихие 90-е, то позорное время, когда по полгода и более ветеранам не платили пенсии, когда у них не было средств даже на хлеб, табак. Две потемневшие медали стихотворения 97-го года. В какой же ты по уши яме державшая стран, когда конкурент с воробьями, с бродячим котом ветеран, полмира прошедший боями, участник великих побед, контейнеров, что за домами выискивает на обед. Вот, пенсию снова не дали, хотя бы на хлеб, да табак. И две потемневших медалей, а мусорный шрекой бак. Я прошу прощения, я последнее мало поступать. Я еще даю ваше внимание. Не надоелось. Сначала 2000-х страна опомнилась и начала выбираться из ямы 90-х. И стала отдавать должное ветеранам, труженикам тыла. Так давайте мы тоже все помнить его и отдавать память, почитание, уважение, отдавать стихами, песнями, фильмами. По просьбе Соломона я написал стихотворение, которое я прочитал в начале, специально для фильма 321 Стрелковая. Им же я и хочу еще раз прочитать, закончить свое слишком длинное выступление. От Черного моря до Белого моря пылала фронтами страна. И общими были и радость, и горе, сплотила народы война. Казахи, киргизы, калмыки, якуты, славянских народов сыны,
Смертельные родины нашей минуты поднялись в защиту страны. Шли к Волге фашистов стальные колонны бесчисленностью велики. Но мчали на запад, набив эшелоны, сибирские наши полки. Пусть земли Сибири войной не объяты, но каждый друг другу был брат. И с братьями встали у Волги буряты, чтоб грудью закрыть Сталинград. Штандарты фашистских дивизий хваленных наткнулись на стену огня, на стену народов, навеки сплоченных, чья дружба была, как броня. Мы жевали штандарты, себя не жалея, чтоб в 40 победном году швырнуть с размаху к ногам мавзолея у мира всего на виду. Свобода! Свобода комиссии! Спасибо! Вот уже 70 лет прошло со дня Великой Победы. Дня, когда страшная война, лившаяся 4 долгих года, канула в историю. С тех пор сменились поколения, но каждый раз, когда заходит речь о тех днях, мы вспоминаем миллионы невернувшихся из боя. Память тех, кто ценой своей жизни отстоял наше право на чистое небо и мирную жизнь. Почти Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в этом зале, на этой сцене, мы действительно творим историю. И когда в этом процессе участвуют юные, всем присутствующим становится ясно, что историю создают не отдельные личности, а мы все, каждый присутствующий в нашем зале. Я надеюсь, что сегодняшний день станет еще одним знаковым событием в жизни каждого из ребят, которые готовятся на нашей сцене. Прошу любить и жаловать танцевальный спортивный клуб «Вера».
поисках материалов для фильма режиссерская группа во главе с Салоном Анатольевичем Лагденовым проводит массу времени, цепляясь за любую возможность узнать о судьбах ее служащих. В ноябре группа провела несколько встреч в Волгограде, в городе, где состоится Великая Сталинградская битва, в Калмыкии. Нам завещали одни, мы вроде храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. По темне 25 трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто враг Берлин. Не проснись семьи такой, где непамятен был свой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глаза. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Наша сына, я хочу пригласить народного артиста республики, мероприятия заслуженного артиста Российской Федерации Толсу Тангатова. Te ette nüüd, et hän on toimunud tõusu, õige see. Ma näin
Wane yorha ando kune yoshare kharabu gidi bagshun. Tira wale or gida mukri mudir naasha. Ukharji yahu sapne doi bichi fida. Tu basal zina basaya yoranda buat naakda. Yene yunzon doshu orgon au zon bayda. Begitu malayku begitu bukli untuk nadas. Itu kan betul vegetation itu. Jadi yang jadi itu jadi hal berharga. Jadi usia zaman sekarang. Air tarik diproses untuk berapa. Hal-hal namda salam bulat di bawah. Buku ayatnya bukan bir vakada itu ayusu beraber çalışıyor. Bir bunlardan naklan olunca beraber takip uzunluğu yaşamayacak bir kişi. Hava şeyine bayılır olur. Narin matarlara ayat taşıyan kadıştı. Mesela şimdi hamdade sansı sarkan şimdi kol de başlıyordu. Büyük. Ve de tuttu olay koydu na şey yaptılar. Zombaya halı gırtte boyunca Gerek arka bir yaptırıyor. Bu kaydı kazırdı. Sasıkta bunlardan bile sasıklık bir şeyde hayatı verdi. Yıklar uğraşışı, yıklar haşhaşı, yıklar beni bulat kışı. Böyle haşhaşı her birlikte böyle yapıp hangi bir sonunda hanışı. Bu endişte yanıp da ayıbı bedel olamışı okudu handa oda deriye karı dönünce ama Ежи, кукшин ежи, намайни то рушение хажу байримата, нам рухарат хол. Ина шумайду бедал, ежи, кукшин ежи не тахажа, руха, дара, асабуня, абашня, даядамар тахын. Олады ешін кішіжі, сапхи маралдымын болғапте, олам байхын болғым. Абамня, авиаполкына барған деп патшаға өгіртері болған. Мұхамысқыны болғасында, бен хамысы жүргенде шамда ушоғай сасықты саған құлар асырқыды. Ежемленге ұтола, амуаты қамбай ғары. Абыя құлежі бәләрі кірішкілі көреді. Күн зон анайымдық ха, ғаржи қадағал ха, баруын деші. Кашашин дава давши баттырбайга. Кашашин дава тегі холыш кибушуда. Тегеш ке хантыр давады сана. Юг бәділі мадон бұл мұте. Одон бәділіне ғаза түргі мұртез онге бошын. Түргі мұртез ондырғы. Түргіне нағаны шырдеті бәйін. Наған түргейін егі ханет бақын. Тек абымня түргі бері ұрыға. Biz ona varın peşin, aşağı hava davşı, kişinin borazlarla boyunuşu. Yürü, naban terbiyeyi yıkamayı bakın. Etvoğuzun mutluluğunu bayıkamade terbiyeyi nabanla şiddette beklemeye. Yürü de dolan hayçede yürüyeler. Terbiyeyi naban, tağın yıkır batışı. Terbiyeyi son, abim yıkır tağını sana. Bayaş konuştuğu bu khanda oldu. Ama biz hastalık verme bir şey. Hastalık bir şey. Жизнь на ноге, кусочек хлама, тağırışı boğuşu. Перед маркет, занши, агониши, убийш, перо, ханжи. Бей. Türkiye'de hukukunde amın değeri yapılan birine oldu, müce babası oyalı tutuldu. Ketmanlıkta oyalı konuşuldu. Aşağı taban hasanı, hem şükre uyum kırıp olmuş manlıkta oyalı tutuldu. Otur şükre, hem şükre uyum değeri uzun gitti. Gidire uyum sundu ki, dara sayısı dara attı. Yazın da ya okudu.
ежедневные удушто түлерінде қарқа, удышы болқыда, адол мала мағажық удоқымға. Шоны малы игі бұд. Манышы бәйхарда, шоныды байлықылда, бош жекіз байғалында. Адол мал қаршы байған аманда әдікі үркім бәйін сақ байғалда. Өте бағышу, өреңді ғаза, халықтай қонен олды манықымды. Нохайлыда шойылды қыды, қоған амырды, күнік тұншыға ғазаша күнді жығырды, тек ямыр шуаны шамаға әйелеші, күнік тұншы шуайқыды. Арқайыма абатлы, қалейхі, қалейхі, адомалы деге өтікті бәға. Нойыт, малы арғышы кепқыда, әйді бігі зарды ұшы тағы амында еші болқы мен ұшы қалейді бәға. Бұлды деге шалақы. Тек яғымен бұлыр я зәрімелеген шынтақыш, зәрімелеген шаурай болғын қайбіргіштесі жын. Шуны қарымшы оқшының ке. Гүдей ұлдыр теді. Сонда бағы шынды бәкшінің, мана еметіғі, күрешілік қоғадықы ұлдыр, бағышылдай соғылышы, зағығы байшы едер ұлдыр. Дәйді жылынут, удырнут, ұңғышыл байға. Абаған не, ошы маңғылар бұшын, бұшын қайыр. Хыды бақты ерхе бөлі бұшықта ханны шүрікті, лүгіті ежіне саған сағық бәрі бақыр шұқыр. Ежіне ады бағы байғақта юш болды әрі өйі. Движение нам выхода, полна назад, а он на ерхе больно осыне, дубуба. Движение их хайта, я пала ема. Урашивают, мушко, муртошивают. Тетхарим. Абда амбали. Дэн, ерхеде намды сасыкты саған бұлада сақып береді. Абен ерхе болуға дұхын намды бұлада сақып. Еда, бұлар кәшті болғайы болу қаптан жекедің алда алда болетті. Бұлы елуі бөлігі айысың сала абияқ өсің. Душын тағым, амнен қабыр майысың. Қабыры ажын келіңгі бүде жүйіртіе болда болы бәрі ғанында ғазар қатын жайбағын. Тегірімді районда сендірген өкің өшейрін. Ben tara gücü beş kaşıklarımdı. Yüzünün neyse bayılmışı, kümürüncü, sağlışı beş kaşıklarımdı. Çekildiğini tıktım denildi. Katı karı uçuyorçı aldı beksin. Yılımda, değerli yürüktü. Kali nakışı iyiydi. Çekildiği gücü bağışı, güdüsü bıtıra edildi. Тишина değerli самолет uyumu, değerli саған сағарғаны де қайбы. Өте бағышқы үйуы әлі. Ол дұшырайшы атыр берді. Тегінде тілі сағарғаны да дәйі болдың білі республиканы бәйді. Қайышық. Ұрғытыр бүті өңіргі да. Республика ниеті біркінуді қамбалды ямына. Ведь была дара Аюшевна, Белоруссия хилы бері, ісідегі бұл бері ашқарықты бері үшірді. Табиғетіне дарып теш. Bir yatağayma şuraya bakma, abimde hukuk şuraya. Белоруссия şuraya buldu. Билет оплатил Москва бушует, белорусский вокзал уже. Белоруссия купить. Белоруссия қазір Совет сырды. Курнудегі діндігі сондай әлем қаруылықтар баяндағы. Мені абайдың бері шоғыл бері мүмкіндік дамайды. Аюшев,
Аюшевич родился Мингаюнзон Тавумом, погиб в бою в феврале Мухаммеда Мингаюнзон Душин-Дургом, деревня Сыщица. Тендыши Замании, их долана жила. Все советы Термобыкши нам было. 사사그때 사과하고 고맙다. 이는 그때 어느 쪽에 물었대. 왜냐하면 목이 나는 왜 승태 무득 아베는 무득. Республики Греки заслуженно Российской Федерации. А вы был подарок отца. Эта история не написана, не придумана. Это история действительно из жизни. Он программ еще раз вам, пожалуйста, спасибо, что вы нам поразили. Память о героях земляках живет в сердцах людей. Доказательство тому творчество молодых. Они творят во имя и во славу всех, кто давал победу. Сейчас я хочу пригласить на сцену совсем еще юного, но уже получившего международное призвание. Композитора и исполнителя. Конечно, вы догадались, о ком идет речь. Конечно же, это Лудут Ачиров. Сегодня Лудут исполнит на этой сцене авторскую песню о наших земляках, героях снайпера. Таежный снайпер. Когда летят в Берлине волна, и свято верил, что настанет час, мой домой вернется ордена, свою с винтовкою в руках, разил врага нещадно наповал. У снайпера всего лишь 2 пути, ты попадешь и попадут тебя. Он стал как взять недоверие одна, он мог сразиться с волком без ружья, он мог махать руками и говорить, и в минус 40 путь большой пройти. Дело было в январе, за ремонт дороги в степь, засел на точке вражеский стрелок, и многих наших положил бойцов. Пришел приказ найти его и взять, терпением и умом стерега. Упал на землю мою, Африка таежника. Он знал, как взять медведя одна, он мог сразиться с волком без ружья, он мог махать руками и говорить, и в минус 40 небольшой путь
своим трудом пыль мою. Он стал как степь медведя одного. Он мог сразиться с волком без меня. Он мог возить твоих молодей. Композитор и исполнитель. Буду просить вас аплодисменты. Наш гость из Иркутска. Повторяем, встречаем аплодисментами. Вячеслав Анкер. Очень добрый вечер. Замечательная аудитория. Все очень трогательно, пронзительно. Слеза накатывает. Я исполню песню Юрия Висбора «Военные фотографии». Это будет очень близко. Приходилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием «Фотоход», чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родин долетели под родительский сон. В дом родимый долетели под родительский сон. Как стояли мы с друзьями в перерывах между боями, сухопутьем и морями, шли, куда велел приказ, встали фотограф в серединку и сбили нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в твою страницу, что осталось за кормом, и остались годы эти, в броне, в портрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. Фотография на память для отчизны дорогой. На вас особо прилагается Мария и Юрий Робусевы, исполнители ватовской песни, представители клуба гитарной песни «Оранжевый кот». Поприветствуем! Добрый вечер. Мы исполним для вас песню Булата Акуджава «Простите их».
Всегда мы уходим, когда над деревьями бушует весна. И шагом мы неверны, а лестничный шаг спасения нет. Лишь белые гербы, как белые звезды глядят тебе вслед. Лишь белые гербы, как белые звезды глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она правой песни поет. Не верьте, не верьте, когда позади закричат соловьи. У жизни и смерти еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по волнам не отворят. Товарищ мужчина, а все же заманчива доля твоя. Всегда ты в погоне. Когда землею шумит весна, когда землею шумит Юрий и Мария Фокусовы. Ваша Фокусовка. Правда, что удали сибиряков по прокат войны или легендой. И надо сказать, удаль с годами себя не изжила, не исчезла бесследно. Потомки легендарных воинов также удалые и веселы. И сейчас нам покажут следующую часть нашего концерта. Народный ансамбль песни и танца «Раздолье». Yeah.
Народный ансамбль «Раздолье». Режиссер фильма «321 Сибирская» Соломон Логвинов снискал славу профессионального кинематографиста. Опыт работы Соломона в этой области позволяет считать его таковым. А опыт — это миллионы листов бумаги и сточенные в процессе приготовления раскадровки карандашей, месяцы работы на съемочных площадках в качестве постановщика трюков и актера. Естественно, огромный послужной список, в котором значатся «Полок», «Черная молния», где ваши аплодисменты, «Апокалипсиса», «Мы из будущего 2» и много-много других фильмов. А теперь добавьте ко всему перечисленному природное обаяние Соломона Логвинова. И вы поймете, что сегодняшний день просто не может обойтись без сюрпризов в виде визита актеров театра и кино. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену киноактера Алексея Волкова и актера кино Большого драматического театра имени Толстоногова Кирилла Полукина. Вам ваши самые теплые аплодисменты. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за прием, такой теплый. Хочется сказать несколько слов в поддержку нашего проекта. Человек жив, пока о нем помнят. Память, она бывает долгой, длинной, бывает короткой. Этот проект будет, может быть, не вечной, но очень долгой памятью о ваших земляках, которые ушли за ту большую гору, которые оттуда не вернулись. Я смотрел в интернете, 14% всех, кто вернулся обратно. Очень трудно что-то говорить после увиденного и услышанного здесь. Добавить что-то, но от себя лично я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы, придя сюда, каждый из вас внесли свою маленькую лепту в это большое, героическое, можно сказать, дело. Спасибо вам большое. Земляки, я хочу тоже вас поблагодарить за то, что вы пришли сюда, тем самым вы поддержали наш проект 321 Сибирская. Мы живы, пока мы помним. И спасибо вам за то, что вы пришли сюда и поддержали. Спасибо вам.
Еще раз ваше хочу передать микрофон нашему второй программе Мотополи. У нас еще один вопрос из зала. Вопрос рассказанный, если, пожалуйста. В зале сидят люди, очень активно участвуют в общем деле, создается, это, наверное, новый жанр в России, народное кино, где автором является народ. Юрий Казажак, пожалуйста, сюда к микрофону приглашаю. Сюда выйти даже. Юрий Владимирович, можно вас прямо на сцену пригласить? С внуком. Здравствуйте, дорогие друзья. Я искренне рад, что сегодня повезло тоже выступить на этой сцене. Вот, должен выступать из зала. Ну, практически наша история немногим отличается от тех историй, которые сегодня были рассказаны. Вот Пайгамбар рассказал, что его родственник был ранен, и собака его выносила, вернее, ну, это во время войны было распространено, собака обученная брала палочку в рот и он приводил ее с собой с санитара. Ну, такая же ситуация была с моим дядей, двоюродный дед. Он тоже, когда был ранен на луковище, тоже, в общем-то, когда увидел собаку, он был так рад, как, наверное, он увидел божество какое-то, и он закричал: «Шарик, шарик, и рычно, куш там». В общем-то, он был очень был близок к тому, что помощь не придет. И случайно они оказались в соседнем батальоне 139-й знаменитой Ярославской дивизии с моим дедом по линии моего отца, Заржавом. В этом поздравительной женщине разволновался. Но наш дед, вернее мой отец, написал эту книгу о малой родине, называется «Верный табак, край брусничный». И здесь несколько глав есть о нашем деде, о его отце. И буквально, извините, прямой текст, буквально несколько строк из воспоминаний. Дядя, которого ранили, перед гибелью мой дед пришел к нему в окоп, сел, поздоровался. Видимо, завтра меня убьют. Врач начал разговор. Вчера видел сон. Вот туда в тыгре. Лето, зной, высокие травы, трещат кузнечики. Идут по дороге, до сенокосской бригады, задумался. Вдруг слышу сзади крик: «Убью тебя, зарежу!» Оглянулся, бежит моя жена. Дарина, рука у нее большой кухонный нож под. Я вначале оторопел, но потом пустился во все ноги. Жарко запыхался, догоняя кого-то мужика, едущего на телеге. Еле заползая назад, Дарина отстала, но продолжала кричать: «Все равно тебя убью!» Вот тронулся. Я еле отдышался, а туда стригаюсь упрючный ремень, и конец его начинает ломаться на ось, кормился хрип. Затягивая меня по колесу, падая, с криком проснулся весь потом. Сам знаешь, плохая примета вертолета терять поезд БВ. На следующее утро он погиб 18 марта 1943 года. И сон оказался вещим. Уходя на фронт, он вспоминал такую историю, мой отец, что он спрятался от отца, и отец был очень расстроен, что сын не хочет с ним прощаться. Это значит, он не вернется с войны. Ну, в общем-то, события складываются так, что даже такой момент, как в то время он был
председателем колхоза не дал лошадь военкому. А военком, но в сердцах крикнул: «Отправляйте на фронт, но заменить его было неким». Он был единственным мужчиной практически, который мог что-то там делать, в деревне поднимать село. И жена его, Нарима, говорила: «Что они там, бирюльки играют, что ли? Брали бы на войну, раз позвали, взяли бы, уже 2 раза те вернули». И очень сожалела она об этом, что такие слова сказала. Они тоже оказались пророческими. Ну, можно много говорить, и каждый из вас может такую историю рассказать. Она простая человеческая история. И извините, что я занял ваше время сегодня, но хотел бы сказать еще, что это знаменитая 139-я Рославльская дивизия, еще прославлена в песне на безымянной, если вы знаете. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас осталось только 3, из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка. На безымянной высоте у незнакомого поселка, на безымянной высоте. Извините, что занимаю много времени, но хотел бы сказать слова Салбона, но я просто волнуюсь, потому что я читаю, что на душе у меня этот момент было. Сейчас, здесь и сейчас я увидел связь поколений. Вижу эту ниточку от картины Владимира Басова «Тишина», режиссера Салбона Лукьянова. Прошу поддержать эту нить времен. Давайте вместе внесем вклад в создание 321-й Сибирской. Хватит молчать. Раньше мы боялись Сталина, еще кого-то, много не говорили, замалчивали многие вещи или шептали об этом на кухне. Я думаю, теперь пора дать слово Салбону. Пусть он полный голос, своим талантом, кинематографическим языком расскажет нам об этом. Пусть он создает на родине, где земля, и мы дадим ему силы и энергию, а не за рубежом. А мы поможем ему и всем нам. Спасибо, что ты взялся за это трудное дело. Спасибо, что ты есть. Все это я говорю не только Салбона, всем нам, а вообще я в основном вышел из-за моего внука, чтобы он знал, что я такой героический прадед! Юрий Владимирович Базарзапов, руководитель военно-исторического клуба «Никотинец», город Волгоград. Научный сотрудник генерального комплекса «Память», исторический консультант фильма «321 Сибирская». Ваши аплодисменты. Ну а дальше все равно мы приглашаем талантливую исполнительницу, студентку Восточно-Сибирского государственного института культуры Дарью Размахнину. Под ваши аплодисменты. Зову тебя
Вся щедрость и основательность сибирской души отражается в песнях наших краев, в голосах тех, кто воспевает родной край и его сыновей и дочерей. А уже этих голосов сильных, богатых, разных у нас целый клад. И сейчас я с особым трепетом хочу пригласить на нашу сцену солиста оперы Эдуард Жакбаев. Большая честь находиться сейчас на этой сцене. И хотелось бы немного рассказать. Это мой дед, Александр Шаранович Жакбаев, который развивался в 1941 году и прошел всю войну. Развивался он в Бурятской кавалерийской дивизии и в дальнейшем участвовал в освобождении советского Заполярья, орден за освобождение советского Заполярья. Также еще второй мой дед, это мамин отец Федор Тратяевич, который был водителем, и всю войну он привозил боеприпасы, продовольствие раненых, и победу он встретил в городе Кёнигсберге, после чего их вместе с машинами грузили на вагоны, он управлял в Монголию и участвовал в этой фигуре. Вот. Это люди, которые тоже нанесли свой вклад, проливали свою кровь. И это великая гордость представлять их на этой сцене. Спасибо. И вместе с ней горел закат, оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их, друзей хороших, и жалко осталось этот век.
Но никогда не исчезнут эти дни из памяти тех, кто в полной мере испил горечь вступления и радость великих побед. Последствия минувшей войны мы ощущаем до сих пор. Сколько миллионов не вернулось с полей сражений, сколько пропало без вести. Тысячи поисковых отрядов, не прекращая, ведут работу по нахождению и обработке данных о солдатах Великой войны. И в нашем городе тоже есть люди, которые занимаются поисками данных. И не потому, что это их работа, а потому что ни одно имя не должно остаться неизвестным. И сейчас я приглашаю к микрофону сотрудника Центральной городской библиотеки имени Исаия Калашникова, Сержунью Бурбуевну Позаржаву, которая познакомит нас с фильмом «По следам сибирской дивизии». В истории этой дивизии я заинтересовалась, наверное, лет 7 тому назад, просто из любопытства. И что самое интересное, оказалось, что мой родственник Мункуев Бальжим Адашевич, вот именно он воевал в этой дивизии. Вот, пожалуйста, вот этот кадр оставьте, вот он, Мункуев Бальжим Адашевич, уроженец улуса Ехицаган Селендинского района. Он, как все участники войны, он, прошедший через такую страшную войну, он не любил особо вспоминать и рассказывать о войне. В такие очень редкие минуты он говорил, ну, по-русски, конечно, не очень, почти не говорил, как выбирает. Сталинград, Сома, Рядима, Борошингер, Мандельгарай. То есть там, в Сталинграде, пули, снаряды сыпались как дождь. Я тогда была совсем юной девушкой и никак не могла понять, ну как это можно, снаряды и пули, да, чтобы сыпались как дождь. И он рассказывал и сам удивлялся, как удалось ему, молодому, 19-летнему парню, разведчику-корректировщику артиллерийского дивизиона, выжить в том году. Он прошел со своей дивизией почти весь ее боевой путь. В январе 1945 года уже на территории Польши он получил очередное тяжелое ранение в ногу. После длительного лечения в госпитале в 21 год, став инвалидом войны, он вернулся домой.
Выписываясь из госпиталя, он написал матери письмо. И вот, получив это письмо, его старенькая мама каждый день запрягала лошадь и ездила на маленький полустанок в город Алвей, что в нескольких километрах от нашего Улуса встречала поезд. А он тем временем ехал через всю страну, возвращаясь домой, и вот уже проезжая по родным местам, он вдали уже видит крыши домов родного Улуса. Ему не хватило терпения проехать еще несколько километров до полустанка, где ждала его мама. Он на полном ходу выпрыгнул из вагона, но так неудачно повредил раненую ногу и почти ползком дополз до дома. Вообще надо сказать, что в послевоенное время очень активно работал Совет ветеранов этой дивизии. Они вели обширную переписку по всему Советскому Союзу, поздравляли с каждым праздником, организовывали встречи. И вот осенью, в октябре 1990 года, он в Эшмибаре в сопровождении невестки ездил на Украину, в город Орджоникидзе. Это Днепропетровская область, что ли. И вот он самый крайний стоит костылем. Он проехался по местам боевой славы своей дивизии, встречался с жителями поселков и хуторов, которые освобождал во время войны, поклонился братским могилам своих погибших товарищей. И это была его последняя встреча с однополчанами. И вот он умер. Пожалуйста, можно следующий кадр. Да. Ну, это знаменитая фотография, да, вы видите, что вот это бойцы, 5 бойцов, это 321-я, кто когда уже была 82-я, стала гвардейской дивизии на фоне Бандитурских ворот. Посередине, наверное, один из немногих здравствующих, самый юный из них, да, один из немногих здравствующих ныне ветеранов этой дивизии, Батуман Куладонович, который живет в Забайкальском крае. И вот рядом с ним, получается, слева от него, да, Дугарон Семен Дмитриевич. Что это вообще такой человек, благодаря которому сохранилось множество фотографий, записей, летописей. Он был фотографом этой дивизии, вел всю войну, он вел летопись своей дивизии. И сегодня эти документы, эти фотографии, записи уже стали уникальными документами истории. Пожалуйста. Ну, знаменитый советский скульптор Евгений Викторович Гутевич, автор вот этого мемориала комплекса, который на Мамаевом кургане в Волгограде. Вот есть у известного бурятского писателя Африкана Бальгурова есть книга «12 моих драгоценностей». И вот там он пишет о своих встречах с Евгением Викторовичем Гутевичем. То есть он был лично знаком с Гутевичем, вхож к нему в дом и не раз бывал в его мастерской. И вот он в своей книге пишет, что на приеме, который Евгений Викторович устроил своим друзьям, а он сам был фронтовиком, участвовал в Сталинградском сражении, и вот на приеме, который он устроил своим друзьям в честь воинов 321-й стрелковой дивизии, он подарил Бурятии оригинал своей матери скорбящей. Пожалуйста, следующий кадр. Ну, следующий, пожалуйста. И вот мы видим, да, вот самый крайний. Уже нет. Ну, верните, пожалуйста, вот самый крайний, да, это мемориал, который является главным на площади спорта в Волгограде. И вот, узнав об этом, я попыталась найти следы этого раритета. Была во всех музеях нашего города, в лесопромышленном колледже, где в советское время был музей боевой славы этой дивизии, в оперном театре, где он некоторое время был выставлен в фойе. Но попытки оказались безуспешными, и остается только предположить, что этот раритет находится в лучшем случае у кого-то в частных руках, возможно, пылится где-то на чердаке, и хозяин этого чердака даже не знает, какой ценностью он обладает, но в худшем случае безвозвратно утерян, что было бы, конечно, очень печально. И вот этот памятник, он представляет собой фигуру матери, голова которой покрыта платком, склонившуюся над телом бойца с обнаженным торсом, то есть не видно знаков различия. А голова бойца вообще закрыта полотнищем. И когда Евгений Викторович спросили, почему он закрыл лицо воина, он ответил: Сталинград
защищали люди самых разных национальностей. И когда к памятнику придет мать, сын, который погиб в Сталинграде, будь она русская, еврейка, казашка, узбечка, грузинка, она будет думать, что этот памятник оставили ей, что это она склонилась, что под полуночным этого знамени лежит ее сын, а она своей безутешной скорбью склонилась над ним. И подарок этот знаменитого скульптора очень символичен. Сколько матерей Бурятии и дождались своих сыновей, сложивших головы, защищая Сталинград. И, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность съемочной группе, режиссеру Свободному Лебедову за то дело, которое они делают, и пожелать им, чтобы фильм стал достойным светлой памяти тысячи и тысячи сынов и дочерей Бурятии, которые погибли, защищая Родину. Спасибо. Сибирь всегда была суровым, но при этом гостеприимным. Вот и сегодня мы с великим удовольствием приветствуем на нашей земле гостей стариков Великой реки Волги. Из города, чье имя осталось навеки вписанным в историю, города-героя Волгограда. Так, встречайте руководитель военно-исторического клуба «Пехотинец» Анатолий Артамонов. Спасибо, что впервые на этой земле, никогда в этом направлении не было. Вообще, я считаю, это чудо, то, что происходит, то, что салон попал в Волгоград. Я считаю, это вообще похоже поведение, просто даже когда мы поднялись на эту главную высоту, которая обдувается огромным количеством ветров, там всегда проходит ветра, а в этот момент, когда мы подошли к вечному огню, пошел снег. Когда мы поднялись выше, ветер прекратился. Я считаю, это просто знак. Я считаю, что фильм обязательно получится. Каждый здесь сидящий вообще увидит этот фильм, вспомнит своих дедов, всех предков, кто сложили свою голову, тех сибиряков, потому что нельзя говорить, что когда убегают герои Зайцева, правильно, но много было снайперов и вообще других. Нужно помнить всех, кто погиб, сложил голову. И я со своей стороны стараюсь сделать все эти неточности, так как занимаемся давно изучением предметов, быта, всего. И делаем. И всем огромный привет из Волгограда. У нас для вас еще есть награда. И когда мы подбирали награды для нашего концерта, артисты, которых вы видите сегодня, с готовностью согласились принять участие и очень много артистов из нашего города. И это еще раз подтверждает тот факт, что тема Великой Отечественной войны все еще близка нашим землякам, вне зависимости от возраста и социального положения. Следующие участники концерта — вокальный дуэт, и у каждого участника дуэта, как и у предыдущих наших гостей, есть своя семейная история. Дорогие друзья, встречайте Татьяна Штырева и Роман Попов. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители. Мне сейчас волнительно выступать перед вами, ведь на самом деле война коснулась каждой нашей семьи. Вот у меня, например, со стороны папы и со стороны мамы очень много воевали наших родственников. Я даже помню по рассказам моего папы, как его родной дядя воевал, был танкистом, командиром танка и сражался на Курской дуге в самом грандиозном сражении, танковое сражение под Прохоровкой. Наверняка это исторический факт, и многие из вас это знают. Он является, у него 2 ордена Красной Звезды, медаль за отвагу, медаль за взятие Варшавы. Он не дошел до Берлина,
Роман, зато Роман дошел до Берлина и пришел сюда на сцену. Давайте ему поаплодируем. Мы вам все и хотим сказать спасибо, что вы сегодня пришли поддержать. Ведь этот фильм нужен для нас, для каждого, нужен взрослым, нужен детям. Вот они сегодня здесь сидят, концерт долгий, концерт-марафон роком действительно нужен, важен. Роман? Ну, мы с удовольствием хотим пожелать Салмону Логдинову и его творческой группе успехов. Мы очень ждем этого фильма, и наконец-то будет наш фильм. Да? Очень много хороших фильмов про войну, но очень мало в современном мире таких фильмов. И нам радостно, что это будет наш сибирский фильм. Так что мы с удовольствием желаем вам терпения, труда побольше и ждем премьеры нашего фильма. Ну а сейчас поем вместе с вами. Песни еще не написаны, скоро скажи нам лучше про бой. В городе держите на выселках, камни бежит и горит звезда. Солнце поет, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если скоро Слушай сейчас, ласковый рассвет встречаешь. А ты не помешал нам увидеть то, что вы вместе с нами сейчас пели.
Вы знаете, нам не хочется так быстро уйти с этой сцены, Роман. И вот вы знаете... Мы хотим, друзья, на самом деле подарить вам немного настроения, потому что понятно, что тема войны – это очень тяжелая тема для всей нашей страны. Но... Во время войны была любовь. Или песня о любви. Вот сейчас мы хотим это сделать. Песня веселая, что давайте вспомним о том, что есть такое слово «любовь». Что же мы наделали? Что 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 мы наделали? Кто часто площадь, кто распят, а люди многие говорят. Кто часто площадь, кто распят, люди многие говорят. Я спокойно вижу душой, когда с вами мне хорошо. Думала, выйти за двоих, ну что же вы с вами наделали? Думала, выйти за двоих, что же наделали? Что мы 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 наделали? Вино, все, что случилось, все суждено. Утром в салоне мы свои главные нашли. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали? Что мы наделали? Что мы наделали? Спасибо, Таня, спасибо. Война и победа. Не только история, это факт нравственного подвига нашего народа, принявшего на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнившего свой священный долг. И именно поэтому так дорога нам память о тех, кто выполнил свой долг перед Родиной на передовой и в тылу. У нас очередное включение в зал. Мы слушаем Ивана Надруга. Еще раз добрый вечер. Военная история – это, наверное, самая истинная душевная история нашего мира. И я организовала перед началом концерта, кто же из зрителей пришел туда со своей историей. И познакомилась с вами Япония Нагорная. 2 недели назад мне позвонил главный старшина, начальник Казахстана. 321 сибирская, 185-го сибирского полка Иннокентий Васильевич Бурлак. Ему в феврале этого года, следующего года, будет 93 года.
Он живет в Волгоградской области, в городе Камышине. Он мне говорит: Дарья, я сегодня краем уха, когда обедал, услышал по местному радио, говорили, что 321-я стрелковая дивизия, сибирская, что они будут кино снимать. Галя, я больше ничего не слышу. Ты спроси, ты узнай у МВД, что там, где? Я говорю, кто снимает? Кто снимает? Да не знаю, Россия, наверное, снимает. Я говорю, вы знаете, Иннокентий Васильевич, я постараюсь что-то сделать. И вы знаете, я действительно, я настолько была потрясена вот его желанием. Он говорит, это же моя дивизия, я же мне 4 года, я до Берлина дошел к ней. Она же в ресторане, гвардейская стала. Я говорю, я сделаю, что смогу. Но я так подумала, ну что, наверное, совет ветеранов позвонил. Позвонил Республиканский совет ветеранов. Они мне говорят, не знаю, не слышали, кто снимает. Я говорю, ну, вроде говорят, что российские, а почему снимают, почему? Я так сама уже придумала, я думаю, наверное, 75-я годовщина скоро там Сталинградской битвы, думаю, по этому поводу что-то, они нет, не знаю. А я говорю, где председатель совета ветеранов? Его нету. И потом я созвонилась, я пошла к нему, я с ним встретилась, вот я сейчас вылетела из головы, потому что прощения, в общем, я к нему пришла, а мне эта женщина сказала, знаете, скоро будет семинар, съезд ветеранов в Москве. И Горбачев почему? Вот он будет поедет, ой, как хорошо, вот так вот все это узнает. Потому что должны стоять имена наших бурятских воинов. Ну, что это такое, везде там вечером что-то, где-то как-то скажут, да? Вот, ну, сибиряки, там кричать сибиряки, тут же. А на самом деле, сколько погибло, сколько, и вот мой дядя. Я хочу, чтобы кто-нибудь знали. И я пришла, Горбачев Ачировичу, как раз это было накануне, завтра должен был летать. Я ему говорю, ну знаете, такая история, ну где-то же снимали, ну кто-то же снимает, но почему мы не знаем? Ну не знаю. Я говорю, тогда давайте посмотрим, я 50 кто-то записывал, и говорю, ну сейчас здесь живет, но он же наш бурятский родной, он в Банковском родился. Он говорит, коренной сибиряк. Значит, кстати, нашли 50 год. Я говорю, знаете, я такой досье не стану, я такие распечатываю его эти книжки наградные, ну все, что можно было. Вот, ну нашли. Когда я пришла, пойду я к какому-то голову, которого я, значит, относила, знаете, пришли, он дошел. Артем. Я ей говорю такому, ну уже все взяла, спросила, он мне сделал копию, я говорю, я обязательно грамм, я нашла вот эти бумаги. Я говорю, знаете, еще не знаете, вот что-то в эти дивизии, я не могу найти, вот они, стрелковые дивизии, они пишут. А он очень много, отличный парень, он говорит, вы знаете, что 23 нет. Я говорю, ну ладно, что делать? А я перед этим, значит, дядя мне с Волгограда, старушка, звонил и говорит, ну как дела? Я говорю, ну я просто сходила, позвонила Николаевичу, я сходила туда, он говорит, ну ладно, Галя, ну что Бог даст, будет что Бог. И вот, просто да, когда я уже уходила от Артема, да, он говорит, знаете, 123 нету, а у меня есть 121, говорит, у нас понравились. А я говорю, а я сказала, 123, говорит, да это у меня маленький пункт, мне нужно 121. Он говорит, понравилось. Я схватила все эти бумажки, и побежала туда. Открываю дверь, там ребята сидят, я говорю, есть 121 стрелковая дивизия. А? Я говорю, как он сдал? И вот, вы знаете, они конечно, я сказала, что так, с удовольствием информацию эту приняли, они мне говорят, вот если что-то будет, мне в интернет, на нашу почту пишите, все, что было, я поняла. И я позвонила, и я даже в тот же день, Иннокентию Васильевичу, говорю, знаете, а я нашла, снимаю, да,
действительно, я провожу канал. Он, кстати, с каким облегчением, говорит, ой, спасибо, дорогая. Я говорю, ну все, готовьтесь, я говорю, вот, телефон, чтобы был, может быть, кто-то, а ребята сказали, говорят, знаете, мы недавно только приехали с Волгограда. Я говорю, как вы? Я говорю, почему я не знала? Я говорю, ну, говорили, потом просто была, поехала, дедушка посмотрела. А дедушка этот, он прошел всю войну, он помнит Красного Знамени, главный слава, он родился, в наше училище родился, слушал, работал на лондонском штате. И как он родился, потому что помню, как мы ехали в город, родился, в 1939 году его перестали в армию, потом 21-й дивизии, в корпус, приехал его на границу с Манчжурией, а потом, когда стало совсем как бы прижимать под Сталинградом, в нашей части дивизии против, когда я в том числе, и в общем, короче, они 5 августа первый год, прямо в субботу совершенно вот это все было, участие, прошел до самого Берлина. Там и Донской, украинцы, все фронты, вот это все. И вот как родился, все на передовой, очень трудно. И в Берлине, для того, чтобы брали листа, вечное, столько, ну, все постреляли, хотя там себя вот это и он представляет снаряд, ему голову ранение, но перелетала второй раз, потому что не попал. После быстро вышел отсюда, говорит, и остался в возраст 8. И когда он 45 году ему дали подпись, он говорит, вы знаете, я 3,5 года шел от Лондона до Берлина. А не дает. А не мог бы он, где он здесь? Я попросил, хорошо, лишь не далеко, 200 километров, какой-то съедет, приеду далеко, красивая вещь, хорошая здравие, все и собранный телефон дала, знаете, на собранный, это домашний очень слышит. Я прекрасно, я безумно. Спасибо большое, Татьяна. На Байкале, седом белогривом, крайне нет распахнул города. Здесь в кристальном дыхании прилива растворяется суета. Круг предания живет и здравствует в этом крае тайги и озер. В песнях здешних людское счастье. И степей бесконечный простор. Я приглашаю на сцену замечательную певицу, прекрасную артистку. Встречайте, Нарима Цветотопова.
Сейчас я с удовольствием приглашаю вас на третью стихию нашей бурятской эстрады. Так, для вас поет Елена Барахидова. Хочется большое спасибо сказать Соломону Лагденову за это прекрасное великое дело, которое он делает, и также всей его команде, все, кто причастен к этому великому делу. Тигр Гылборты Урбудула Йохарнада Рие.
Елена Николаевна, мы уже не раз упоминали о том, что в съемках фильма принимают участие люди из разных городов страны. Режиссерско-постановочная группа выезжает выражает благодарность всем тем, кто с готовностью откликнулся на наш призыв. Есть те, кто готов с нами идти до победного конца, до последнего кадра. Сейчас я приглашаю на сцену наших гостей из города Свирска, где проводились съемки некоторых сцен фильма. Так, встречайте заместитель мэра города Алена Валерьевна Батуева и Галина Александровна Макарон. Добрый день, уважаемые гости. Мы сегодня присутствуем на таком мероприятии, вы знаете, слезы наворачиваются на глаза, потому что невозможно быть равнодушным, сидя в этом зале. Вот этот замечательный марафон, который посвящен великому проекту, в результате которого наши дети, все мы будем помнить, в результате которого память не оскуднит. И весь тот великий подвиг, который совершили сибиряки, о которых так мало погиб в истории говорят, и этот фильм будет дан этому подвигу. Поэтому вот большое спасибо всем, кто сегодня присутствует. А самое главное, вы знаете, когда съемочная группа появилась в нашем городе Свирске, это Иркутская область, все жители воспряли, потому что эта территория нашего города находится далеко, и, конечно, военные события не происходили там. Но, тем не менее, сегодня мы причастны к истории, и наши дети, наши внуки будут знать эту историю. Это так здорово, это дорого стоит. Поэтому спасибо вам всем большое за этот проект, за великий проект. Одно еще слово. Спасибо Свободу. Спасибо, друзья, вам за ваше гостеприимство и за ту память, которую вы несете. Спасибо. На сцене для вас народный казачий ансамбль «Станица». Большое спасибо, ребята, вам за то, что вы своим фильмом показали мужество и героизм воинов, сибиряков и забайкальцев. В те далекие времена российская императрица Екатерина Великая, однажды услышав, как казаки и солдаты поют свои песни, сказала:
Народ, поющий такие песни, злого умысла иметь не может. Но кто пришел к нам с мечом, примет смерть от меча. Русь святая на этом стояла всегда. Реки, горы, степи, озера, бескрайнее море, тайги. Ой, могу не пройти. Это бескрайняя, это родная земля. Это бескрайняя.
Дорогие друзья, сейчас слышите предоставить слово идейному вдохновителю, режиссеру проекта Салмону Лыкану. Итак, встречайте, друзья, Салмон и его команда. Вижу, что вы сегодня все пришли поддержать наш проект. Огромное спасибо. И еще тут, конечно, еще много не надо, очень много, конечно, надо сказать, но я могу смело сказать, что нынче мы с этого момента очень сильно начинаем работать над нашим проектом. Я хочу пригласить нашу группу, нашу команду на этом этапе.
Но, вы знаете, вот команда, которая начала работать. Я думаю, что к концу проекта у нас команда будет намного больше. У нас здесь еще несколько регионов. Мы сегодня еще не представили наш физический ассистент по актеру. Вот, пожалуйста, Лиза. Вячеслав Петрович, Владимир. Еще гость у нас, кого мы избирали в Александр Бабаган, Мукольский район. Еще далее у нас гости, кого мы написали. Роман, город Иркутск. Пошел себе костюм полностью, все приготовил, готов к съемку. Владимир Абдулов, Нубуты, Иркутск, друг Саша, Александр, наш материал. Вот. Ну, Романова Анатолия вы все знаете, наши студии все знаете. Просто я хотел еще привет передать, там сбросили от Егора Дронова видео. Можешь показать? Сейчас буквально там очень короткий привет от Егора Дронова, он передал нам привет всему нашему коллективу, всем нам. Сейчас, секундочку. Я Георгий Дронов. Вы знаете, сейчас очень сложное время. Очень много агрессии, очень много злости, очень много беспокойных точек на земле, очень много разговоров о войне. Вы знаете, война — это самое страшное, что может происходить на земле. Война уносит жизни, война разрушает дома, война разрушает любовь, война разрушает семьи, война разрушает размеренный уклад жизни, разрушает детский смех, разрушает надежду на будущее. Слава Богу, что пока это сейчас возможно остановить, но, к сожалению, в нашей истории были примеры страшных кровопролитных войн. И одна из таких войн была Вторая мировая война, наша Великая Отечественная война. Мой дед воевал, а он не принимал участие в активных боевых действиях, но все равно он принимал участие в войне, он видел гибель товарищей, он видел гибель своих друзей, он видел гибель своих однополчан. Даже несмотря на то, что не принимал участие в активных боевых действиях, потому что на войне смерть бывает повсюду. Я очень горд, что я являюсь внуком человека, который принимал участие в войне. Я стараюсь от своих сил, от своих возможностей нести память об этом страшном событии. Но все равно, сколько бы мой дед не рассказывал мне о войне, огромное количество черных пятен все равно продолжает оставаться. Мы знаем, что есть подвиг неизвестного солдата, но мы не знаем об очень многих неизвестных солдатах, которые совершили свой подвиг. Очень хотелось бы созданием этого фильма про сибирскую, героическую 321-ю дивизию убрать еще одно черное пятно с историей Великой Отечественной войны. Очень хотелось бы рассказать историю этих героических людей, историю подвига русского народа, который всегда, на все времена, на все века будет оставаться национальным народом. Очень хотел бы сказать еще одну историю, которая сказала бы о подвиге, конкретном национальном подвиге, бурятском подвиге. Знаете, на Руси и везде в России было такое прекрасное правило и что ли, обряд, некий обряд, когда нищему с миру по нитке собирали рубашку. Ну, мы не нищие, но хотелось бы, чтобы в это достаточно сложное экономическое время мы приложили свои усилия, пускай небольшим вкладом, но постарались собрать на эту большую рубашку, которая явится в конечном итоге фильмом про 321-ю героическую сибирскую дивизию. Давайте скинемся и уберем с лица Второй мировой войны одно, пускай маленькое, но черное пятнышко про историю сибирской 321-й дивизии. Я очень надеюсь и верю в вас, и в нас всех. Пока!
Эта запись была сделана сегодня, буквально за пару часов до этого мероприятия. Игорь Петренко передал большой привет, у нас не получится онлайн-вещание, у него сейчас просто момент на съемках, и просил передать всем огромный привет, и также надеется, что у нас все очень хорошо начнется. Я вижу, что все у нас хорошо начинается. Я хочу всех вас обнять, я хочу обнять всю свою команду, вот этих надежных ребят, которые с самого начала находятся именно со мной в строю. И это очень здорово. Я теперь уверен на 1500, на 2000%, что мы проект этот сделаем. И мы сегодня шагаем вперед. Сегодняшнего, я думаю, удивительного, пронзительного, литературно-музыкального, творческого эссе теме, которые не дают покоя никогда, тема войны. Я думаю, что мы сегодня все organizации никогда не коснувшись дороги. Поэтому величайший поклон тому поколению, которое защитило нас. Я думаю, что сегодня Россия, сегодняшняя политическая вот именно позиция стоит на страже мира. Я думаю, что так и должно быть. Еще второе, хочу сказать, Соломон. Много я не называть времени. Хочу сказать, что он сын народного учителя Бурятии. И потому он не мог не сказать о войне, о теме, и не мог не объединить людей разных национальностей, разных культур, разных сфер, разных поколений вокруг одной темы. Еще я сегодня сказала, что своим крутым режимом сакта, сагай, мудышного, бурят, кинорежиссеру, Парус Халзану, Арьядаши, Александр Тигилов, Мносакта, Солнце, Бетенов, Айр Вишнев, Саша Недал, Има, Урмлехне, Угур, Бурят Сонего, Гургузбиев, Ургышьевка, Олушмехне, Авьяс перед документа, и как мы сюда должны хранить, перед том кино то высота настоящая культура, он высота. Где ты если хребты, вы махнули пенсионеры, вы голова работали, это нравится, если вы махнули мир. Сегодня литературные памятники. Видите, пожалуйста. На котором написано «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Этот памятник возведен по подписке. То есть граждане России на этот памятник собирали деньги. Точно так же был поставлен памятник Опекушину Александру Сергеевичу Пушкину. И я думаю, что фильм «Колдун Лизана» душит память. И кто сегодня есть в зале, кто узнает от нас, когда мы придем домой, кто напишет на своих страничках в Фейсбуке, кто расскажет, как на работе, соседям, Колдуна, и этого фильма есть счет, на который можно переводить деньги. Ситуация сейчас действительно сложная, я кажется, сейчас может быть есть копеечка, но тем не менее Соломон, это, не знаю, кто мой брат Соломон, я горжусь этим. Вот. Мы обязательно с миру поверьте, летом вдовицы даже, мы даже
также памятником нашим дедам. Спасибо вам. Конечно, в этом период хочу сказать, да, давайте мы жить в нашем делом Бурятия, Чеченской области, Иркутску, давайте с этих пор вообще перестанем быть очень пассивными, давайте будем очень активными. Нам не надо внушать, нам не надо, пусть наши чиновники, наши районы, пусть говорят, что мы живем в депрессивной зоне, экономики, все такое-то. Давайте будем в это верить. Мы живем на богатейшей земле, и это богатство дает нам огромную силу, для того, чтобы развиваться. Мы теперь детей, растащим поколение, готовить, чтобы они стали, мечтали, чтобы самыми лучшими людьми, космонавтами, учеными, самыми добрыми, позитивными, прогрессивными людьми. Мы только так, только своими мыслями будем дальше продвигаться. Спасибо вам большое. Давайте сделаем это. Здоровья, радостных интересов, посвящения продолжения победы, мы приглашаем вас на встречу с вами снова. Итак, до новых встреч. Спасибо. We'll